Всем привет! Это татарский ТОП-5. И в первом выпуске мы рассмотрим ТОП-5 татарских политических деятелей. Итак, пятое место. Хан Волжской Булгарии хан Алмуш. Хан Алмуш известен тем, что в 922 году Волжская Булгария приняла ислам, когда в Волжскую Булгарию прибыло посольство из Багдада во главе с Ибн Фадланом. Четвертое место. Кул-Шариф, имам Казанского ханства, который руководил обороной одной из частей Казани. В честь него названа мечеть, которая находится в Кремле. Третье место. Принцесса Сююмбике. Сююмбике – дочь Юсуфа, основателя рода Юсуповых. Есть легенда, что после взятия Казани Сююмбике попросила Ивана Грозного построить семиярусную башню, чтобы доказать ей свою любовь. И она поднялась на самый высокий ярус и спрыгнула с него. На самом деле все это было не так, и это всего лишь легенда. И тем не менее, падающая башня на территории Казанского Кремля носит имя Сююмбике. Второе место. Нынешний президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Единственный президент среди руководителей субъектов России. При нем Татарстан занимает в рейтингах первые места по экономическим показателям, по инвестициям и по многим другим. При нем Казань стала столицей спорта России. В 2013 году прошла Всемирная летняя универсиада, а в 2015 году прошел чемпионат мира по водным видам спорта. Рустам Минниханов стал настоящим лидером татарского народа. Итак, первое место. Первый президент Республики Татарстан и тот, которого называют все по-доброму Бабай, Минтимир Шарипович Шаймиев. Это тот человек, благодаря которому Татарстан стал таким, каким мы его знаем. Человек, который создал экономику Татарстана, который поднял национальное самосознание на совершенно новый уровень. Человек, который объединил татар всего мира. Именно при нем Казань отметила свое тысячелетие. Итак, это был татарский ТОП-5. Увидимся на следующей неделе. С вами был Наиль Шабанов. Всем пока. Сау булыгас.